Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе закон об НДС вступил в силу. Как он действует? Актуальный репортаж программы. Виновные будут наказаны. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту сноса исторического здания. Насколько безопасны лифты в Сухуми, о состоянии лифтового хозяйства страны. Завтра, 20 января, президент Абхазии Рауль Хаджимба обратится с ежегодным посланием к Народному собранию о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Послание будет оглашено в 11 часов в конференц-зале Кабинета министров в присутствии депутатов Народного собрания, руководителей министерств и ведомств, представителей судебной власти, прокуратуры, глав администрации районов и городов, представителей районных и городских собраний, руководителей государственных предприятий, общественных деятелей, представителей науки и образования, работников средств массовой информации. Затем состоится очередное заседание сессии Народного собрания. Депутаты намерены рассмотреть несколько законопроектов, в их числе о поправке Конституции Абхазии, о местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия, о внесении изменений в некоторые законодательные акты, о внесении изменений в закон Республики Абхазия о налоге на добавленную стоимость и о внесении изменений в закон Республики Абхазия о несостоятельности, банкротстве. Турецким организациям запрещено осуществлять деятельность по реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Артур Микваби 15 января. Временно запрещается регистрация и приостанавливается деятельность в Абхазии некоммерческих организаций, учрежденных или находящихся под управлением или контролируемых гражданами Турции. Утвержденный перечень отдельных видов товаров, произведенных в Турции, в отношении которых устанавливается временное ограничение на ввоз в Абхазию. В этот перечень включены рыба и рыбные продукты, а также овощи и фрукты. Ограничения в отношении товаров, предусмотренных перечнем, не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования в объеме, разрешенном законодательством республики. В стране вступил в силу закон о налоге на добавленную стоимость. До утверждения списка товаров, не подлежащих налогообложению на добавленную стоимость, вся группа продовольственных товаров, ввозимая в Абхазию, не облагается НДС. О том, как закон работает непосредственно на границе, сегодня выясняли наши корреспонденты. Репортаж Ренаты Шакая. С 1 января закон о налоге на добавленную стоимость вступил в силу. Главное предназначение закона – пополнение бюджета государства. Сейчас мы находимся на границе. Как вы видите, здесь сейчас спокойно. Со слов сотрудников таможенной службы, с 1 числа этого года в казну государства поступило более 2 миллионов рублей. Естественно, с введением нового налога люди, перевозящие товар, нагрузка на них увеличилась в плане таможенных платежей, поэтому высказывают недовольство. Но мы, как сотрудники таможни, обеспечиваем, то есть администрирование данного налога, взимаем в полном объеме. С 1 января сотрудники таможенного поста ПСО начали взимать НДС как один из видов таможенных платежей в размере 10%. Но на данный момент с продовольственной группой товаров НДС не взимается, так как, согласно решению парламента, до утверждения списка товаров, не подлежащих налогообложению, вся продовольственная группа не подлежит налогообложению. Данный налог распространяется на все виды товаров, за исключением продуктов питания, медикаментов, а также горюче-смазочных материалов. До того, как закон о налоге на добавленную стоимость вступил в силу, в стране существовало 3 вида таможенных платежей. Таможенный сбор, таможенная пошлина, акцизный налог на подакцизные виды товаров. Сотрудники таможенного поста ПСО отмечают тот факт, что с введением НДС перевозчик часто стал предъявлять сопроводительные документы, в которых стоимость и объемы товара не соответствуют действительности. В первую очередь сотрудники таможни ориентируются на ценовую информацию, предоставленную самим перевозчикам. Но зачастую случается так, что ценовая информация, указанная в накладных, не соответствует реальной стоимости. Поэтому сотрудники таможенного органа производят корректировку данной стоимости по ценовой информации, имеющейся у сотрудников таможни. Мы провели на абхазо-российской границе по реке Псо в общей сложности около 3 часов. Но заснять всю процедуру таможенного досмотра грузового транспорта нам не удалось. Таможенники объяснили это окончанием праздников и началом трудовых будней, когда грузооборот только набирает силу. Рената Шакая, Артур Каланди, Абхазское телевидение.
Экологическая прокуратура Республики Абхазия возбудила уголовное дело по факту самовольного сноса, уничтожения здания, являющегося памятником гражданской архитектуры, находящегося под охраной государства в Гудауте по улице Пушкина, 3. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей наказание в виде штрафа от 50 до 150 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок от 1 года до 3 лет. Следствие по данному делу будет проводить Следственное управление Генпрокуратуры, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Между тем, на сайте президента Абхазии опубликован государственный список объектов историко-культурного наследия республики. Всего в списке 1535 объектов. Напомним, 29 декабря 2015 года президент Рауль Хаджимба своим указом утвердил государственный список объектов историко-культурного наследия с целью их сохранения. Распоряжением президента Талия Джапуа назначена помощником президента Республики Абхазия по вопросам государственной языковой политики. Одновременно указом президента Талия Джапуа назначена председателем Государственной комиссии по реализации государственной программы развития абхазского языка. Председателю комиссии предписано в 10-дневный срок представить предложение по персональному составу комиссии. 19 января православная Абхазия отмечает Крещение Господне, один из главных церковных праздников. Праздничные службы в честь святого Богоявления, Крещения Господа Бога Иисуса Христа прошли в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы, а также во всех православных храмах страны. Крещение Господне традиционно сопровождается массовыми купаниями в специальных прорубях. Их называют Иорданией, по названию реки, в которой по преданию крестился Иисус Христос. Воду в каждой Иордании освящают, после чего она приобретает целебные свойства и смывает грехи. Говорят, ее можно хранить год, зато впечатлений хватит на всю жизнь. Величайшая любовь небесная проявляется к нам сегодня в Иордане. Струя иорданская, она простирается на весь род человеческий. Сегодня мы в этой стране Абхазской радуемся, что этот день является днем, когда весь мир получает ту благодатную струю иорданскую. Несмотря на ненастье, верующие спешили в храм, чтобы получить Божью благодать. Многие родители в праздник привели своих детей, чтобы совершить обряд крещения. Исполняющий обязанности главы Абхазской православной церкви Иерей Виссарион совершил обряд освящения воды во дворе Сухумского кафедрального собора. Одним из самых почитаемых мест в Абхазии для купания в крещенской воде считается святой источник великомученика Василиска в Каманах. Туда и устремились тысячи жителей Абхазии в ночь праздника Крещения. Теперь вода в источнике по церковному преданию считается святой. Выпить, умыться и набрать ее в сосуд может каждый. И, конечно же, главное действие. По традиции верующие окунаются в источник. Все, кто хотя бы раз совершал этот обряд, утверждают, крещенские погружения в воду незабываемы. Вода, что неудивительно, для января холодная, но от этого желающих окунуться в источник не стало меньше. По церковным канонам входить в воду и окунаться положено трижды. Согреться после купания можно было у костров у источника. Сария Смыр, Саидайба, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. В Гагре прошла конференция территориального отделения Республиканской политической партии «Единая Абхазия». По предложению депутата парламента от Гагрского избирательного округа Тимура Гулия и экс-главы района Григория Еник председателем Гагрского отделения партии «Единая Абхазия» избран Тимур Хашба, в данное время занимающий пост заместителя главы администрации района. 27 января в Сухуме пройдет 6-й республиканский съезд партии «Единая Абхазия». Лифты многоэтажных домов столицы постепенно приходят в негодность. Специалисты понимают, что допустить остановки подъемников нельзя. Поэтому ведется плановая работа по их ремонту и замене. В каком состоянии находится лифтовое хозяйство страны, выясняли наши корреспонденты и репортаж Симы Аргун. Вопросы безопасности лифтов актуальны для всех жителей многоэтажных домов Сухума. Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья, живущих выше 5-го этажа, отсутствие лифта создает определенные трудности. Почти все грузопассажирские лифты в высотках столицы 60-х годов выпуска. Они давно отработали свой эксплуатационный срок и нуждаются в замене или модернизации. Только в Сухуме лифтов, подлежащих ремонту, более 400. Из них заменено 36.
Из всех существующих лифтов на сегодняшний день функционирует только 205. Остальные пришли в негодность, и их необходимо останавливать, говорят специалисты. С технадзором мы говорили, они тоже очень ответственно относятся. Они скажут, что такие лифты не должны работать. Я сказала, остановите, но мы все знаем, что остановить лифт невозможно. Если мы остановим, бунт поднимется. Люди согласны на таких дрожащих, опасных. Ну, мы, конечно, совсем опасные не берем на обслугу, но еще умудряются, знаете, жители сами нанимать мастеров и вот эти лифты держать. Обслуживание одного лифта в месяц обходится в 3000 рублей. Жители первых и вторых этажей освобождены от содержания лифтового хозяйства. Даже при такой мизерной сумме население неохотно производит оплату за пользование лифтами. Все расходы берет на себя администрация города. Ежедневно в Сухуми приходят в негодность лифтовые подъемники, а вот средств отремонтировать и заменить их, к сожалению, не хватает. От жителей столицы постоянно поступают обращения с просьбой починить лифт. Но нет гарантии, что лифт не сломается вновь. Поддерживаем мы тоже, делаем. Это вообще даже капитальным ремонтом не назовешь. В пределах от 150 до 250 тысяч. И это не гарантия, что этот лифт отремонтирован. Потому что на такую сумму отремонтировать полностью лифт, чтобы он безопасно работал, это исключенный вариант. Мы просто стараемся так поддержать. И то мы не можем все заявления удовлетворить, потому что таких денег у города нет. Одной из причин выхода из строя подъемных механизмов в жилищном управлении считают перебои в энергосистеме. За все послевоенные годы лифты и шахты пострадали и от рук вандалов. Восстановить лифтовое хозяйство в короткие сроки не представляется возможным. Замена только одного лифта обойдется государству не меньше, чем в 2 миллиона рублей. За техническим состоянием лифтов следит фирма «Абхазлифт». Специалисты понимают, что допустить остановки подъемников нельзя, потому ведется плановая работа по их ремонту и замене. Директор управления Тимур Чкоту отметил, что ремонтировать лифты приходится почти каждый день, но найти запчасти, которые вышли из строя, очень тяжело. В 2016 году мы взяли на обслуживание уже 225 лифтов, то есть новых не устанавливали, так как не было инвестиционной программы в этом году. Отремонтировали 20 лифтов, то есть это старые лифты, то есть практически в которых, кроме, можно сказать, кабины, ничего не было. Ни шкафа управления, шкаф управления — это мозги лифта, ни мотора, ни безопасности и так далее. 20 лифтов мы поставили на ход. То есть это старые лифты, за которыми мы сегодня следим, занимаемся ими и можем сказать, что отвечаем за эту безопасность. Лифты – объекты повышенной опасности и риска, потому и необходимо проверять их регулярно. Должна быть гарантия того, что люди, проехав несколько этажей, выйдут из него целыми и невредимыми. Сима Аргун, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается дождь со снегом. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью 2-4, днем 5-7 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.